здесь кто присутствует, отвечать может, и оттуда, кто хочет отвечать. У нас подарок каждому будет призы. Поскольку мы занимаемся издательской деятельностью, то это, конечно же, наши книжки. У нас викторина познавательная, и, соответственно, после викторины мы заставим, в кавычках, вас читателей, да, подарками. Вот смотрите, я хотела сначала спросить у вас. Вы знаете, сколько лет нынче исполняется городу? 85. 85. Ну, это все знают, да? И вот, викторина в чем заключается? Она несложная, она интересная. И вот, я хочу вас проверить на осведомленность по знанию города. А именно, у нас литературная ночь, поэтому вы мне должны сказать, какие у нас улицы посвящены писателям Хакасии, России, да? Я вам буду показывать фотографии, а вы будете мне в ответ давать ваши ответы. Так, начнем мы. Я буду показывать, кому надо, могу показать поближе. Так, вы мне называете улицу. Крылова. Улица Крылова. Молодцы. Подарочек, наша визиточка. Так. Я для начала взяла легкие. Так, следующая улица. Ну, думаю, вы отгадали. Кто сказал первый? Пушкина. Где-то отсюда, да? Да, это Пушкина. Не узнаете? Пушкина. Не совсем. Не похоже? А вы специально выбирали? Да, А что вы сказали? надо в память. Можете раздавать потом наши визитки. Так, следующая улица, это уже посложнее. Крещатова, может. Чернышевского? Нет. Не Чернышевского? Нет. Чехова? Нет. Кого еще? Частный сектор там или что? Вот мне не видно. Хотя бы примерно определите, где это находится. А вы на авось называете всех писателей. Как я не вижу, где там. Не видно, у меня причина есть. Ой, где же это такое? Вам должно это быть известно. Там Я вам перезапись. скажу, что это подсказка, это район МПС. Писатель, а там какой писатель был? Там Стафата, Кашук, Ближе к МПС. Ломоносов, Лермонтов. Ломоносова там, да, точно. Ученый. Нет, это писатель же, Ломоносов. Ломоносов. Он практикуется в области драматургии. Писал пьесы. Островский. Так, отложу, вернемся. Так, это уже посложнее. По не сильно заселенному месту можно судить, что это не центр. Так, рядышком, но нет. Кадышева. Кто сказал? Цветаева. Да, правильно. Правильно. Они рядышком отматывают. Так. Это улица Обманная. А скажите, а где это находится? Это у себя 10-й район. Да, это когда выезжаешь из города. Кто живет, знает. Как называется улица? Ну что, Ахматов, выяснили, да. Да. У нее судьба такая. Я самое сложное ставила на потом, видимо, это самое легкое. Где мы знаем, то и знаем. А до этого на Лобоголе Которую мы отложили, да, это была находится, ну, знаете, да, перед всех перебрали. Да. Улица. Именно. Здесь сложно. Ну что, отгадала?
А где это? В Красном Макаре? Подсказка будет позже. Поэт, писатель, деятель знаменитый, Русский или хакасский? хакасский. Давай, Яков. Да, правильно. А вы знаете, где находится это? Не знаю. Кто живет в 10-м районе? Вот, микрорайон, там же находится. Ирина Васильевна, у вас визитка. Ну что это такое? У меня такая есть. Так, Книгу. Аркадий. Это где? Ориентировочный. Это тоже этот же район. Дайте характеристику человека. Это русский писатель. Кого еще не называли? Может быть, и вы называли. Первая буква алфавита. А что, вы не сказали, что Назвали русский, не зарубежный. русский? Да не зарубежный. Еще бы вспомнить его. Так, откладываем. Писали, да? Да, да, да. Сажено в 10-м районе. Так. Что за улица? Чехов. Нет. Похоже. Буква начинается такая же. Это хакасский писатель. Ночи? Да. Чебодаев? Ну, соответственно, да. Визиточку. Так, ну это держите. Так, ну еще последняя улица осталась. Кто-то уже называл. Ну, тоже отдаленный район, но это в городе. Ломоносов. Нет. Лермонтов. Это российский писатель. Давайте вспоминать. А на какой год? Я вам скажу, знаете, где это? Район Гавы. Она идет параллельно. Ой, нет, Герцен. Нет. Маяковского. На пол. А Ростова? Да. Здесь быстрее. Так, молодцы. И вернемся к одной из улицы, которую мы не узнали. Астафьева? Да, 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 да. Супер. Следующая часть викторины – это уже конкретно в городе по организациям. Это могут и организации, это могут быть и дома. То есть мемориальные памятники, где они установлены. Так, это у нас. Отняли. Отняли, отняли. Так, 22. правильно. Уже с адресом. Спасибо. Так, у нас первый. Изласов Музей. Роман Афанасьевич. Так, называем. Музей. Это музей. Это музей. Так, Пушкина. Примерно хотя бы не скажите, где установлен. Чтобы вы потом проходили и посмотрели, убедились, точно ли он там. Это дом, где он жил и работал. Это не организация. Где? Не поняла. По Пушкину. Ну, по Пушкину, да, угадали. Примерно. Ну вот, правильно, да, возле дом быта, где сафари, и слева дом. Вот. Можете подойти и убедиться. Так, следующий. Угу. Где? Это зачем? Да, правильно. Вы, кстати, мне говорите, я кому-то не дала скидки. Кто у нас тогда? А до этого кто? Так, самое интересное. В этом доме.
Да. Вы слышали? В этом доме, да. Это дом Николая Георгиевича Доможанова, в котором мы сейчас трудимся. Квартира его. Квартира, да. Нет, вы сказали, ты тихо сказали. Вот они сказали, девочки. Погромче девочки говорили. Это у нас Геннадьевич. Тоже в этом доме? Ну, здесь, наверное, уже по аналогии. Да нет, знала. Молодцы. Так, теперь, пожалуйста, подсчитайте, у кого больше, у кого сколько. 2, 3. У меня одна. У кого больше всех? 4. У кого 4? А у вас 4. Так, мы вас поздравляем. Всех вас поздравляем. Вы молодцы, что приняли участие. И вот. Победителю мы вручаем наши книжки. Это сборник молодых авторов. Некоторые из них присутствуют здесь. Как они пишут, можно ознакомиться. Здесь и поэзия, и проза. Помимо этого, наш хороший писатель Юрий Анатольевич Черчинский. Мы вам дарим вот эти книжки. Читайте, познавайте, умейте. Можете взять, да. А всем остальным участникам тоже полагаются подарочки. У кого есть? С Юрием Анатольевичем Черчинским поближе познакомитесь. Можете взять автограф, он у нас на поэтическом подиуме. А мне уже подарили, а можно? Сборник молодых. У нас ее. У меня есть подарили. А ты же не кушаешь, пока еще. Так, девочки, кто у нас? Все, спасибо вам за участие. Вы теперь можете принять участие, пожалуйста, в поэтическом подиуме. Взяли книжку, прочитали, вам подарок. Так что присоединяйтесь. База. Будь один раз, но когда